Ожидал, что глава республики проводит ельцинскую политику, которую одобряли ЦРУшники и американцы. Они сегодня нам объявили войну. Поэтому я официально обращаюсь к главе республики господину Николаеву и заявляю вам не просто протест. В нынешней ситуации, в условиях войны, это решение раскалывает общество и наносит огромный вред сплочению и единству, к которому призывает президент. С точки зрения исторической, абсолютно никчемное и ненужное это решение. Потому что республика возникла в результате того, что ленинско-сталинская модернизация спасла нашу российскую государственность, возродила ее мирно на съезде в форме Союз Советских Социалистических Республик. В рамках этого государства ваша республика получила право и стала полноценным субъектом. Вы просто тогда не уважаете те решения, которые были приняты вашими предшественниками. Что касается реального опыта и практики, приглашаю вас посетить Республику Татарстан, встретиться с Миннихановым и поучиться у Татарстана. Ни одного переименования. Восстановили все, что связано с памятью Ленина. Великолепная аудитория в университете, где Ленин учился. Музей. Классный памятник, классный великолепный музей. Мы вместе с президентом, главой республики открывали его. Восстановили те места и проложили чудную дорогу там, где Ленин проводил свое детство. А вы просто бросаете нам всем вызов, идя по пути нацистов, польских коллаборантов и бандеровцев на Украине. Вы просто не понимаете, что вы творите. Мы заявляем не просто протест. Я прошу, вот рядом мой заместитель Кашин, он возглавляет штаб протестных действий, там 54 организации. Официально поставьте на заседание вопрос и выскажите не только протест. Мы по всей стране проведем акции, которые покажут вашу никчемность и глупость, извините за выражение. Потребуем отставки. Потребуем, да. Вы просто не понимаете, что делаете. Если в этих условиях для места сплочения вы занимаетесь политическими провокациями, тогда не место вам в этом кресле. Это поразительно. Просто поразительно. Это в республике, которая прекрасно понимает, голосует и поддерживает народно-патриотические силы. Я никогда не ожидал, что это может в вашей республике быть. Да. Просьба наших товарищей максимально отреагировать. Все субъекты, все союзники парторганизаций. Представьте и покажите тех, там 5-10 человек проголосовали. Да вы не имеете юридического права такое решение принимать. Вы не можете его принимать. То обратитесь к населению. Это не ваш вопрос. Это вопрос истории, который принят и решен давно. Он решен абсолютно. Я когда пришел к президенту Путину и принес ее протест всех, кто захоронен на Красной площади, там захоронено почти 400 человек. Сказал, вот их общее требование, в это святое место никому не влазить. Он сказал открыто, пока я работаю в Кремле, этого варварства никогда не будет. Да. А вы вместо того, чтобы поддерживать политику президента, сейчас выступаете в роли провокатора. Это недопустимо для главы абсолютно.